В первой части разоблачения касаемо такого аспекта в истории взаимоотношений между ингушами и осетинами, как выплата дани, мы развеяли миф, что осетинское обозначение ингушей махалон, вопреки распространенного среди осетинского общества ошибочного мнения, что якобы это имеет перевод «мой данник», является дезинформацией и ложью. И привели достоверные контраргументы, что на самом деле слово «ингуши» на осетинский язык махалон имеет подлинный перевод, дословно подразумевая коршуна, хищную птицу из семейства истребиных. Во второй части разоблачения разберем этот ложный пост, в котором нисколько не обладающий умом невежественный админ этой помойной группы скифаланов 15, вероятно, попросил чат-бот искусственный интеллект привести ему данные касаемо этой темы, настроив его так, чтобы ему выдались лишь утешающие его эго-тезисы. И как видим, чат-бот выдал ему искаженное неверное сведения, и вы сейчас поймете почему. Во-первых, исследователь, которого он тут приводит, зовут вовсе не Фридрих, а Юлиус Генрих Клопрот. Во-вторых, тут написана неверная информация, что якобы ингуши платили дань представителям осетинского рода, что, конечно же, является полностью перевернутым искаженным утверждением. Теперь обратимся к достоверному источнику, который приводил админ этого грязного паблика, что действительно писал Юлиус Генрих Клопрот в своем труде под названием «Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807-8 годах» в переводе с немецкого языка на русский. А именно то, что осетины из фамилии Слонати платили дань ингушам за пользование землей в Дарьяльском ущелье. Эти осетины прежде платили дань ингушам, провозгласившим свое право на эту область. После того, как осетины Балташа, Чима, Далахкау и Ларса освободились от дани ингушам, они еще приблизительно 30 лет назад платили ее черкесским князьям рода Мудар в Малой Кабарде. Это же подтверждает и осетинский историк-исследователь Артур Цуци в своей публикации под названием «Осетино-ингушский конфликт. Его предыстория и факторы развития», страница 14. Осетины-тагаурцы в части приграничной полосы район нынешней Балты платили в середине 18 века ингушам подати. Это свидетельство, вероятно, или того, что эти земли ранее принадлежали ингушам, или же того, что плата была необходима как гарантия безопасности осетинского хозяйствования в этом секторе со стороны соседствующих ингушских обществ. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX века. Издано Академией наук СССР в 1974 году. На странице 128 этого труда приводятся сведения того же Клопрота, как в 20-х годах XVIII века осетины фамилии Слонати поселились в тогда еще контролируемом ингушами Дарьяльском ущелье и платили ингушам подати за пользование землей в районе селений Ларс, Чми и Балта.